Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские легкоатлеты на играх в Токио смогут выступать под флагом Олимпийского комитета своей страны, а не под флагом МОК. Об этом сообщает пресс-служба международной организации. Напомним, согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства, российские спортсмены могут выступать на крупных турнирах только в нейтральном статусе без использования флага и гимна страны. Добавим, что в 2021 году статусы, дающие право принять участие в крупных международных стартах, могут получить не более 10 спортсменов без права замены. Россиянин Данил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6-4, 6-2. Эта игра стала третьей в очном противостоянии спортсменов. В предыдущих двух случаях победу также праздновал испанец. В полуфинале турнира он сыграет с итальянцем Янником Синнером. Напомним, 25-летний Медведев является второй ракеткой мира и победителем 10 турниров ATP. На стартах серии «Большого шлема» его лучшим результатом является выход в финал. Немецкий центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Йоханнес Флойгман признан самым ценным игроком единой лиги ВТБ в марте по версии организаторов турнира. В минувшем месяце армейцы одержали 4 победы над Смоки Минском, Химками, Калевом и Униксом. Флойгман в среднем за игру набирал 14 очков, делал 8 подборов, 2,8 передачи и 1,5 перехвата при эффективности 22 балла. Во многом благодаря уверенной игре немца ЦСКА вернул себе второе место в турнирной таблице лиги. На его счету 15 побед в 20 матчах сезона. Заброшенная шайба Николая Кныжного помогла Сан-Хосе выиграть у Миннесоты в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-2. В составе победителей помимо российского защитника отличились Рудольф Балцерс, Райан Доната и Эвандер Кейн. У гостей взятия ворот провели Кевин Фиала и россиянин Кирилл Капризов. Для Кныжного эта шайба стала дебютной в НХЛ. Теперь на его счету 1 шайба и 4 передачи в 35 матчах текущего сезона. Его Сан-Хосе занимает 7-е место в таблице западного дивизиона, набрав 34 очка. Миннесота идет третья, имея на счету 44 пункта. В следующем матче Сан-Хосе сыграет с Лос-Анджелесом, а Миннесота сойдется с Вегасом. Перейдем к событиям якутского спорта. Сборная республики завоевала 2 комплекта наград на чемпионате России по стрельбе из лука. Турнир прошел в Алуште. Степанида Артахинова, Даяна Винокурова и Юлия Маркова одержали победу в командных соревнованиях среди блочниц. В финале они оказались точнее представительниц Псковской области. В стрельбе из классического лука Кристина Устинова, Валентина Евдокимова и Рената Курчатова стали обладательницами серебряных медалей. А в борьбе за золото якутянки уступили соперницам из Рязанской области. В администрации Липецкой области прошло награждение мини-футбольного клуба ЛКС за победу в регулярном чемпионате Высшей лиги России среди команд западного дивизиона. Медали получили и якутяне, выступавшие за Липецкий клуб Никита Евтушенко и Никита Рычков, а также иворийский студент СВФУ Янник Самплей. Напомним, ЛКС возглавил таблицу Запада, набрав 59 очков в 26 играх, опередив «Газпром Бурение», финишировавший вторым на 1 балл. В 1/8 финала ЛКС играет с клубом Ростов, который в регулярке финишировал 8-м. Первая встреча двухматчевой серии пройдет завтра в Ростове-на-Дону. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!